두르고 바란다 거이도건 떠라루야 топсарыгар сабеская до койду. 24 августа, среда. Оперативно сообщаю. Лекарства нашли в аптеке Редерма этот. Его надо заказывать, заказали. Вот нам очень помогает добрая копилка для Саши. Вот вы присылали деньги, и теперь у нас есть возможность быстро оплачивать, искать, покупать. Откликнулись и Тамара Федоровна, и Наталья Стальная откликнулись. В общем, когда заказ будет выполнен, дня через 2, видимо, решим, как его отправить непосредственно в село Зеленое, где находится лечебница и где находится Саша Габышев. Так что огромное вам спасибо, что вы помогали в добрую копейку. 26 августа. Вчера утром в 9 утра лекарства для Александра Габышева принесли прямо в больницу. Сделал это наш зритель, видимо, наш сторонник или просто товарищ. Ник у него, ник, которым он подписывается, код Очень деловой такой человек. Написал, завтра отвезу лекарства, мазь. А потом сообщил, отвез. И, как и говорил, к 9 утра. Огромное спасибо ему. Огромное спасибо вам. К сожалению, не знаю, как зовут вас по имени. Говорить спасибо коту. Ну, сами понимаете. Ну, в общем, спасибо человеку. Прежде всего человеку. Вот сообщает Нина Острожная, что собирает новую посылку. Она неоднократно уже Саше посылала, еще в Новосибирск. Не знает, дошли ли эти посылки, что, но тем не менее собирает. Вот Наталья Стальная говорит, что тоже соберу что-то вкусненькое для Александра в выходные или в понедельник, вот предстоящий, отвезу. И мать тоже отвезет, она тоже мать приобретает для Саши. Ну, лишней не будет, там много пациентов, возможно, там эпидемия, и эта мать пригодится в больнице, где ее нет. 29 августа, понедельник. Наталья Стальная съездила к Александру Габышеву в больницу. Ее видеоотчет о поездке я поставлю. Вы увидите, как реально работает наша добрая копилка для Саши. Посмотрите ролики. Меня они радуют. Это варенье, этот шоколад особый дальневосточный. Я очень думаю, что Саша очень рад, когда принесут все это в палату. Ну, вот это, ну, сами понимаете. Вернее, может быть, кто-то не понимает, но я понимаю, какая это большая радость. Даже для всех в палате. Если завтра состоится сеанс связи, вторник, я уже сообщу об этом, постараюсь сделать оперативно. Спасибо всем, кто сопереживает, пишет комментарии. Я их все читаю. И не только я, многие читают и понимают, что есть добро. Дед Мороз, приветствую вас. Ну, уж позвольте мне вас так называть. Вы действительно похожи на Деда Мороза из детства. Значит, для Саши 2 мази по 30 грамм, шоколад, морская соль, капуста морская, наш дальневосточный шоколад приморский и дальневосточный леопард. Вот это очень вкусная шоколадка. Ну, что-то 4, наверное, много, 2. 2 передам, остальное оставлю. Потом передадим. Печенье, щербет, соки, бумага, конфетки, крем, печенье. Вот такую баночку небольшую, орешки и шишечки варенья. Для здоровья. Поддержания здоровья.
Вот такой гостиница от всех нас. Очков насадили. Ну все, я здесь. Сейчас придет медсестра, проверит. И что можно, заберет. Ну все, передала. Да, в стекле в этот раз не взяли варенье с шишками. Придется перелить в контейнер. И, кстати, у них сейчас посылочки принимают. Кто-то тоже Саше посылку прислал. Она еще, знаете, что медсестра сказала? Говорит, чего вы таскаете эту мазь? Ну, говорит, нет у него ничего такого прям серьезного. Ну, не знаю. Уточни, пожалуйста, Дед Мороз. Наверное, с мазью уже достаточно. Ну все. Я солдатın bir destara bulabın. 30 августа. Саша позвонил из больницы, из Уссурийска, в Якутской Элане. Бодрым голосом говорили, ну, сначала о таких больнично-бытовых делах. Значит, плеер у Саши нашелся, но без наушников и без зарядки. Но с помощью доброй копилки мы эту проблему легко решим. Посылку он получил, мать получил. Более того, сказал, что после того, как мы обратили внимание на то, что в больнице нет мази, она теперь появилась. А ведь там сотни, можно сказать, человек в этой больнице находится. Вы знаете, вот мы обратили внимание на нехватку мази, и она появилась. То есть мы сделали добро многим-многим тем, кто там находится в этой больнице. Больше всего Саша расспрашивал Каэлану о том, как прошла поездка к священной горе Сата. Меня вот приглашали в эту поездку, и в прошлом году приглашали. Ну куда, это же так далеко для меня. Но Клавдия с ником Сата, Клавдия Сата, сняла ролик 3-минутный. Я в описании ссылку на него поставлю об этой поездке. Я попросил ее сделать маленький 30-секундный, чтобы вот иметь представление. Она сделала для нас, специально для нашего канала, то есть для вас. Чтобы вы поняли, ну что это за поездка, чтобы ощутили, почему так Саша интересовался. Вы понимаете, для того, чтобы понять народ, его традиции, его историю, это не так просто сделать. Я и книгу вот эту вот прочел, видите, она называется «Грядущий век Сата». Я в Якутске побывал, с Сашей шел 2 месяца, 600 километров. И я вот теперь понимаю, что у каждого народа, я изучал историю славянских народов, вот теперь историю народа Саха, Аланхо, то есть народный эпос народа Саха. И я вот понимаю, что представление о светлом пути, о пути к свету у всех народов древнейшее, и оно одно. Это путь уважения духовных светлых сил, уважения природе, уважение и любовь к родной земле, уважение к людям, окружающим тебя, уважение к народам, окружающим тебя. Вот этот путь, недаром поезд называется «Путь к счастью», Джол, ну, Дьол на языке народа Саха. И вот так вот, когда политики выбирают другой путь, ну, к чему это приводит? Ну, только к трагедиям, к гибели, к разрушениям той же природы. Ну, это ладно. К человеческому взаимопониманию, разрушение единства духовного всего человечества на нашей земле. Вот к чему это приводит. А другой путь – это путь вот сохранения традиций, жить мирно, уважать друг друга, любить друг друга и очень бережно относиться друг к другу, ко всем, к традициям, культурным, религиозным,
гляньте ролик, чтобы понять истоки, что ли, истоки пути Александра Габыша, истоки его движения, истоки светлого пути, пути к светлому, к мирному сосуществованию на прекрасной планете Земля. И спасибо всем. У меня вот целый список. Я поставлю в комментарии, поблагодарю. Ну, хочется вот здесь вживую сказать всем, кто поддержал добрую копилку для Саши, огромное спасибо. Вы поддерживаете Сашу в больнице и поддерживаете движение к свету, движение по доброму, светлому пути. Я не боюсь этого слова. Меня, всех нас и всех людей на Земле, на планете Земля. Allah'a doydum ağız iketten atıyakta. Доброго времени всем. Звонил Александр Габышев. Сегодня 5 сентября, понедельник. Но вот теперь он по понедельникам звонит. Вот почему. Его перевели на 4-й этаж. Их в палате 5. Было 8 человек, теперь 5. Ну, какие-то улучшения у Саши тоже есть. Звонил, кстати, бодрым голосом, жизнерадостным такой. Вот умеет человек радоваться даже в самой сложной обстановке. Чему, конечно, я хотел бы у него научиться. И думаю, что и всем тоже не мешало бы даже в самой тяжелой, трагичной обстановке найти слова и силы для какого-то душевного, светлого подъема. Итак, он просил, вернее так, он ждет, когда ему передадут то, что мы подготовили, наушники, зарядку, и просил, чтобы обязательно передали тапочки 38 размера. 38, он подчеркнул, именно 38. Вчера, 4 сентября, мне пришло от него письмо. Я его зачитаю. Дорогой Виктор Алексеевич, у меня пока все нормально, скопилось очень много писем, и я буду через вас передавать приветы, так будет лучше. Пусть всем будет хорошо. Передаю всем привет и свои благие пожелания всем, кто знает меня, кто пишет мне, всем тем, кто сообщает вести обо мне, всем глубокая благодарность за заботу и доброту. А теперь я перечислю всех, кто написал мне письма. И дальше идет перечисление под номерами. И таких номеров 27. Я перечислять не буду, а я сделаю так. Я в закрепленном комментарии наберу вот все 27 фамилий. Если какую-то фамилию немножко, почерк, не всегда я четко понимаю буквы. Если какую-то фамилию напишу неправильно, вы дайте знать, я поправлю. Он спрашивал, Саша, когда звонил, что сейчас с Андреем Волком. Мы ему сообщили, что Андреев все хорошо, он на Урале. Только телефон забрали и телега в полиции. Саша попросил передать Андрею свой привет, так сказать, и вообще обрадовался вестям, так сказать, которые приходят, как говорится, с воли. 8 числа будет апелляционный суд, если его не перенесут. Я, честно говоря, каких-то изменений в судьбе Саши с помощью суда не жду. Терпения нам просто нужно, очень много терпения. И благодаря этому терпению
нашим делам, нашим мыслям и чувствам добрым, вот тогда те перемены, которые мы все в глубине души ждем, однажды они обязательно произойдут. Доброго вам времени всем и мира. көйін тақсанар әйяни жоқу әргітәді. 8 сентября. Неожиданное и очень радостное для меня известие. Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию защиты Александра Габышева и постановил отменить решение суда в Уссурийске о продлении принудительного лечения в психобольнице закрытого типа там, с особым режимом содержания. Новый суд в Уссурийске, скорее всего, вынужден теперь будет принять решение отправить Александра Габышева в больницу общего типа в Якутск. Собственно, то, что он и должен был сделать месяц, больше даже уже назад. Это отличная новость. Этого мы ждали тогда, но потеряли веру. Я потерял веру. Вот. Кроме Александра Габышева, только он остался оптимистом. Все хорошо, не падайте духом, все нормально. Ладно, это очень хорошее известие. Все-таки Саша в той больнице в Якутске, это дома, на родине, там друзья его ждут. Будем ждать, когда его повезут в Якутск. Но, а кто его знает? Может быть, свобода придет к Александру Габышеву гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Свободу Александру Габышеву. Свободу. Спасибо, кто поддерживает его. Вот и видите, ваша поддержка, ваши мысли, ваши дела, ваша вера, она может иногда сотворить и маленькое чудо, которое произошло сегодня в Приморском краевом суде, и большое чудо, которое коснется не только Александра Габышева, всего российского народа, всей нашей страны, России и всего мира. За Александра Габышева, за добрых людей, за их веру, силу и поддержку. Дед Мороз, приветствую вас. Вот я собираю посылку, завтра повезу Саше. Значит, водичку, сок, колбаску, сырок. Сырок «Дружба», пусть вспомнит молодость. Вкусняшки. Богатырь прислал варенье. Позаботился даже, чтобы вот я перелью, сейчас скрою, перелью это все. Потом, значит, тут он ему конвертов прислал, тетради, ручек, футболку, носки. Тут все не помещается. Спортивный костюм. Ой, сейчас, подождите. Вот. Спортивный костюм. Тапочки я купила. Вы знаете, тапочки 38 размера, мужские, очень трудно купить. Так что я купила тапочки универсальные. Все. Завтра еду и все передам. Attaqtarынан tapcar künnarigar tom toyor tofon tiyanan toson akan yagam daragar yakal sarım